Здравствуйте, у микрофона Алексей Нарышкин. У нас есть полчаса, чтобы поговорить на интересную тему. У нас внезапно образовался гость. Это не Алексей Венедиктов, который в студии. Алексей Алексеевич, приветствую вас. Спасибо, я пригласил гостя. Внезапный гость, да, это Джамбулат Умаров, министр национальной политики, внешних связей, печати и информации Республики Чечня. Добрый Чеченская день. республика. Добрый день. Чеченская республика. Не обижайтесь. Не, ну министр ему положено называть хорошо. Официально. Да, точность, да, четкость. Да. Хорошо. Вы знаете, первый вопрос связанный такой с международной повесткой, терроризм и недавний теракт в Лондоне. Что делать, когда после каждого теракта, где фигурируют различные боевики ИГИЛ, сразу показывают многие на мусульман в принципе, говорят об исламском терроризме? Ну, прежде всего, спасибо, Алексей, что пригласили. Вы у нас самый цитируемый журналист России. В Чечне, не по всей России. Ну, да, в России, в Чечне, само собой. Вот, поэтому спасибо еще раз. Здесь история старая, в общем-то, да, потому что заявление там Терезы Мэй о том, что вот исламские ценности теперь чужды, что вот мы теперь будем самым серьезным образом бороться с исламом, почему-то, Алексей, не с террористами, а именно с исламом. Вот это вот, конечно, немножко пугает, начинаешь вспоминать там Хантингтон с его столкновением цивилизации и прочие, так сказать, страшилки, да. Но при этом, при всем, эти ребята ведут себя, значит, как слепые еще незрячие младенцы, да, которые вообще там сейчас неразбериха, там хаос, там нет более или менее адекватного, вменяемого понимания того, что делать вообще с этим злом. Почему люди там с ножами, там часто кухонными, да, на грузовиках, где-то там на мостовых. Это новый вид такой, возник да, года два как. Да, этот новый вид нам говорит, что нам нужно думать и размышлять по-новому. А что значит размышлять по-новому? Это значит, во-первых, посмотреть, кто вообще занимался вопросами искоренения терроризма как идеологии на нашем с вами, как оказывается, небольшом земном шаре. Да? И можно было бы ткнуть пальцем на очень маленькую территорию, из которой в свое время хотели как раз сделать впервые в 90-е годы ИГИЛ на территории Российской Федерации с совершенно ясными целями расчленения этой огромной страны. Вот. Вы имеете в виду Чеченскую республику? Я имею в виду Чеченскую республику. Это была уже отрежиссированная такая попытка. Это был такой перманентный переход от сепаратизма уже, так сказать, к международному терроризму, когда там уже, так сказать, сгрудились ребята из более чем 50 стран. Это все демонстрировалось. Были совершенно конкретные лагеря, так сказать, боевиков, которые готовились. А теперь же лагеря не нужны, да? Вот он сидит у себя в какой-то деревушке, по интернету смотрит, начинает быть в этом уверен, берет нож или скороварку, как Царнаева в Бостоне, да? Ему не нужно там тренироваться нигде. Ну, может быть, и нужно. То есть все изменилось. И это все не отследишь, скажем, вот по там, политическим призывам Хизбут Тахрир или там других организаций, которые себя называли там политическими исламистами, да. Что самое интересное, получается очень такой парадоксальный момент. Вот я, например, себе задаю вопрос: почему совершенно легко и благополучно, да, кстати, не самый удобный тогда геополитический момент для Соединенных Штатов в начале 90-х, а потом уже в начале 2000-х, напали на Ирак, на Саддама. Да? Вот, выдумывая совершенно фантастические истории там, о каком-то мифическом оружии, о каких-то других вещах. Вот. А почему нет сколько-нибудь понятной коалиции против, она есть где-то на бумаге, там витает в каких-то документах, на каких-то очень важных встречах, там, не знаю, от Женевы до там, Вашингтона, но никто не предложил реальной схемы. Ведь если это, ну, на минуточку, глобальная проблема, то ее нужно решать глобально. А как решать глобально проблему без России? У вас есть сосед на лестничной клетке, который однажды возьмет нож. И никакие ни Штаты, ни Россия, там, ни Франция, ни Болгария, ни Люксембург и ни Алжир, да, не смогут ничего с этим сделать. Он посмотрел, он взял нож
и вышел и пырнул вашего мальчика. Совершенно, понимаете? В этом история. Совершенно это верно, другая Алексей. угроза. А знаете почему эта история? Потому что мы не предлагаем альтернативу тому, кто от своей по разным причинам безысходности, туда можно и социальные какие-то, и идеологические. Отдельный разговор, мы еще с вами поговорим в июле про это. Да, спасибо. Так вот, речь-то идет на самом деле о отсутствии альтернативы. Если в прошлом году в Грозном такая попытка была предпринята на исламской конференции, когда нам было очень важно выяснить, кто все-таки истинные мусульмане, а кто те, кто создает вот эту вот идеологию, где таким забойщиком является ИГИЛ, да, и вообще что это такое? По моему мнению, да, это такой, на мой взгляд, гениальный медийный проект, режиссированный на голливудских подмостках. Ну, это мое мнение. Я да? понимаю, Право на любое мнение. Посмотрите, там, я не знаю, там такая режиссура, там такие ролики, что, ну, эпизоды из, так сказать, вот недавней истории Гесса, Геббельса и Розенберга, да, вот это вот весь драматизм, вот этот вот эти вот сжигание людей, демонстративные казни, придавание остракизму. Так вот, давайте же предложим тому же лондонскому мусульманину, да, что есть в Чеченской Республике взгляд на традиционный, как мы его привыкли называть, истинный ислам, который вот выпистовывался 1500 лет. Это великая цивилизация, это великая культура, которая транслирует добро, братание, человеколюбие, нежное и трогательное отношение к родителям, к детям. Ислам — это милостыня, ислам — это милосердие, ислам — это повторение всех самых прекрасных имен Всевышнего. Джамбулат Умаров, министр национальной политики, внешних связей, печати и информации Чеченской Республики, видите, я учусь. Каким образом надо объяснять? Хороший ученик, спасибо. Спасибо. Да, каким образом надо объяснять, например, в Лондоне мусульманину, что и всем остальным, что ислам — это религия мира, и что не надо брать нож? Элементарно. Как на бытовом уровне противостоять вербовщикам? Значит, на бытовом уровне надо просто, не нужно запрещать Кадырова там. Да. Я не уверен, что в Лондоне знают Кадырова. Не нужно. Нет, в Лондоне его знают, но знают его с подачи, так сказать, доброжелателей, которые демонизируют образ человека, единственного, да, после своего отца, продолжая дело своего отца Ахмад-Хаджи Кадырова, да, Алгазов Обалдольсон, да, он, так сказать, он победил международный терроризм и как военный, и как идеолог, и как практик, да, и как дипломат, и как миротворец, он победил. Хорошо, тогда мы говорим о чеченском опыте. И еще раз, что мы можем предложить Франции и Великобритании, где теракты есть, и, между прочим, в Санкт-Петербурге тоже, помните, был теракт. Какой рецепт? Мы можем Поделитесь вашим чеченским рецептом. мы можем предложить Старому Свету почитать историю взаимовлияния исламской и православной культуры на территории Великой России. Слушайте, 21 век, нет времени ни у кого читать. Нет, времени там ролики, много. YouTube. Вы знаете, ну элементарно там, я не знаю, элементарно пусть зайдут в интернет, да, на любой, так сказать, вот исторический портал и аккуратно почитают, что это было. И зададут вопрос, и мы с вами должны грамотно ответить, почему одной из центральных улиц, кстати, на которой мы тоже как бы находимся, такой Новый Арбат, да, вот, и поговорим там о семантике слова Арбат. Это арабское слово, значит, здесь совершенно спокойно проживали арабские поэты, купцы, ремесленники, да, которые, кстати, были первопроходцами. Это были люди, которые заинтересовали своей культурой представителей других культур, других цивилизаций. Подождите. Ордынка, это же история. Да, были здесь улица ордынцы. Большая, там малая, я не знаю, татарская и так далее. То есть все это продолжается, но история заключается в том, что, я вас уверяю, абсолютное большинство мусульман, их очень много в Лондоне, вообще никогда не помышляло о терактах и не связывало свою религию с терактами. Но есть группа радикалов, там, в Лондоне, и здесь, в России, относительно малочисленно. Но достаточно одного человека с ножом, чтобы о нем говорил весь мир. Достаточно одного шофера грузовика, который убил 20 человек, чтобы о нем говорил весь мир. Среди этих миллионов мусульман, которые живут в Британии, во Франции, у нас, в Штатах, да, есть группы. Вот с этими группами что делать? Потому что общая проповедь, она понятна. Любая религия говорит о том, о чем вы говорите. Любая.
И все глубоко религиозные люди, как правило, да, они это воспринимают. Но в каждой религии, в каждом обществе есть группа людей, которые радикалы, назовем их так. Согласен. У общества, вот с этими что делать? У общества, у государства, особенно у истеблишмента, должно быть терпение. Истеблишмента, вы сказали. Да. У общества не может быть терпения, когда твой сосед напал на твоего ребенка. Этого не может быть терпения. Нет. Должно быть терпение и должна быть осведомленность в том глобальном вопросе, который они поднимают. Ислам — это глобальный вопрос, на минуточку, да? Это глобальный вопрос. И если вам нужно мгновенно, так сказать, чтобы вас people, так сказать, не осудил, да, Тереза Мэй выходит и говорит, что премьер-министр вот выходит и говорит, и говорит, что она, так сказать, по сути, ее заявление было, в общем-то, наполнено антиисламской риторикой. Честно говоря, не... Понимаете? Я понимаю, что вы принадлежите к ценностях. Вот, поэтому как бы было бы неплохо. Кстати, та же самая Великобритания, мне вообще странно, она же имеет громаднейший опыт этого взаимовлияния, громаднейший опыт. Причем очень красноречивый, очень разноплановый. Здесь как бы и представители суфизма, здесь и представители так называемого салафизма, здесь представители других разных течений, которые совершенно благополучно соседствуют, так сказать, между собой, и до сих пор, до возникновения вот этого ИГИЛ, до сих пор никаких этих, так сказать, вопросов различия и противоречий в течениях их, так сказать, их не возникало, по большому-то счету. Это все заканчивалось дискурсом, да, там, каким-то диспутом, который как бы... До этого были колониальные войны, где резали друг друга колонизаторы и колонизируемые со страшной силой. Нет, из-за разности культур. Да. Люди не так одеваются, не так едят, не так ходят, празднуют не те праздники, не так пахнут, наконец, чужие, иные. Прошу прощения, мы сейчас техническую паузу небольшую сделаем, мы попрощаемся с регионами и продолжим. Я напомню? Да, конечно. Ничего, по-моему. Отлично. Мы продолжаем. В эфире «Эхо» министра национальной политики, внешних связей, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Коллега-историк. Мы сейчас, в общем, стоим на исторических позициях, пока не на политических. Алексей, ты ведешь. Я хотел спросить вот про опыт чеченский. Много различных мифов бывает вокруг того, как в Чечне борются с теми или иными проявлениями. Вот, например, говорят про то, что в Чечне сжигают и заставляют покидать дома тех, кто связан с террористами. Вот был подозреваемый в терроризме или террорист, и потом в отношении его родственников начинаются гонения. Знаете, все берется из такого гипертрофированного понимания или знания вот об обычаях и традициях чеченцев. Залазят там в такие дебри, что вот, дескать, да, у нас был обычай, там, так сказать, астракизм нам тоже был присущ, когда за тяжкие преступления, да, аморальные поступки, которые никак не соотносились как бы с нашим менталитетом, изгоняли людей, да, там, где-то там, может быть, поджигали их жилища и так далее. Так вот, из-за этой древности, так сказать, да, которая, в принципе, во многом нас всех роднит, представители любого народа возьмите, там везде, так сказать, были свои отголоски, там были свои методы воздействия на тех или иных лиц социума, да, которые, так сказать, живут. Кто-то объявлял херем там, да, в еврейском обществе, кто-то, так сказать, изгонял там вспомните античную историю, да, то есть как бы изгнание. Простите, изгнание. Вы по истории, поэтому, сейчас. Да, вот я про сейчас вам говорю, что нет такого, это вы понимаете, что дома речь идет, единственное, что вот такой своеобразный архаизм, как вы это называете, в Чечне это как бы вот просто так в Чечне человека не убьешь. Просто так человека в Чечне не ударишь, и просто так дом его не подожгешь, потому что, ну, вы знаете, и политики меняются, и страны становятся другими, и мнения видоизменяются. Все, так сказать, мир не стоит на месте. А вот эти вот родовые отношения, я сейчас не говорю там о какой-то там вендетте, там, да, там, кровной мести, там, которая прям проявляет себя, фонтанирует, там, да, эти страшные ужастики. Ну, сохраняется, да. Подождите. Но многое из этого, я имею в виду вот психологический момент, да, многое из этого, разумеется, сохраняется. Но смотрите, что делает Кадыров, Рамзан Ахматович. У нас есть комиссия, которая примирила, вот есть 400 с лишним случаев, да, значит, причем это статистика далеко не новая, да, которую я привожу, где вот вековая рознь, вот ей был положен конец.
где, скажем, был у нас там такой вот своеобразный обычай, во многом он был символичным. Там договаривались молодожены, вот я вот невеста, хочу, чтобы меня сильно ценили, ты давай-ка меня умыкни. Да? И это было запрещено, потому что независимо не может существовать ни одно общество. И, конечно, веяние цивилизации, веяние ислама, к корням которого мы постоянно возвращаемся, да? Этот обычай фактически был кем отменен? Рамзаном Кадыровым. У нас теперь не крадут невест, их не умыкают, понимаете? А потом вот это вот, знаете, вот больной интерес к нашим свадьбам. Ну, родные мои, посмотрите, работы здоровой, я считаю. Да, ну, да. Алексей, это здоровый вопрос. Здоровый Если интерес. Зрелый мужчина полюбил молодую женщину, да, помните историю с Гайлабиевой? Помним, да? конечно. Ну, подождите, так это была любовь, это было очень трогательно, это было красиво, там была переписка, там было столько комплиментов. Вы имеете в виду начальник отдела? Да, совершенно верно. Можете сказать, о них давно ничего не было слышно? Они, так, знаете, почему не слышно? Потому что счастливо живут. Потому что вот это и есть, расскажите. Спокойно. Абсолютно. Так я говорю, ну, практики, возьмите вот это вот свадьба, значит, там, якобы какое-то там неравенство, я не знаю. Ну, расскажите про них. Что у них? У них все хорошо, они живут счастливо. Дети? Ну, вы знаете, мы как бы лезть в чужие... Ой, умоляю моменты, вас, слушайте, да. вы сделали пир на всю республику. Да, ну я и пиар на всю страну. Абсолютно, поэтому живут счастливо, уверяю вас. Живут очень хорошо и счастливо. И у Дети нас эти есть? свадьбы... Нет, я не знаю, вы знаете, я обращу... Может быть, знать. Может быть, запрос куда-нибудь там давайте. соответствующий. Раз интересно, это Адрес было скажите. Нет, ну если уж совсем серьезно, я вам скажу, что на самом деле вот кому-то очень надо вот залезть в священные границы, запретные границы нашего маленького, но очень такого богатого своей очень разнообразной историей народа. А разве у нас не общий народ, вот россияне? Россияне, к вашему сведению, это народ-симфония, это народ-гармония, состоящая из разных народов, которые эти разные народы, да, ну, конечно, тут титульная нация, русский народ, который, так сказать, исторически объединял, как бы, привлекал к себе все эти народы, и создавалось это государство там, от Киевско-Новгородской Руси до нынешних времен. Мы и сейчас формируемся как народ. И вы заметили, когда мы говорим там общероссийская нация, да, говорим общероссийская нация, все начинают делать очень странные глаза, что за общероссийская нация там и так далее. Вот то, о чем мы сейчас сказали. А разве мы народ? Мы еще должны выяснить это. Какой мы народ? Что мы из себя представляем? Мне просто иногда кажется, что вы прикрываетесь своими традициями, и у вас внутри Чечни мы прикрываемся, свои собственные отношения к закону, к Конституции. Мы летом прикрываемся покрывалом, зимой иногда буркой. Так что мы не прикрываемся никакими ценностями, мы наоборот стараемся дать достойный ответ тем, кто пытается прикрываться, например, исламом, прикрываться национальной идеей, которой у них нет. Те, которые пытаются прикрывать хамство своей, ну, как бы там, таким снобизмом, может быть, да, там, заумными какими-то речами, там, и так далее. На самом деле, чеченский народ, ему не был присущ вот образ такого вот страшного воина, там, да, в такой косматой, так сказать, папахе с большим кинжалом. Чеченец в войнах — это созидатель. Это труженик. Я думаю, что это только начало разговора, потому что у нас осталась 1 минута. Я хочу вам подарить наш номер дилетанта, который посвящен депортации чеченского народа. Мы договорились с вами, что вы придете к нам 6 июля, когда будет выходить ваша книга, и мы поговорим в том числе, какую роль сыграла депортация вот в этом национальном менталитете чеченского. Что такое чеченский народ сегодня внутри России, где мифы, а где не мифы. Если вы согласны прийти к нам, к нашим слушателям в первую очередь, и поговорить на эту тему, то я вас приглашаю. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение. Огромное спасибо за этот журнал. И я хочу, чтобы люди понимали и шире как бы смотрели на все вопросы из истории, потому что эти исторические раны, которые еще во многом кровоточат, еще не совсем зажили, это все наша история.
плохо ли, хорошо ли, это все наше достояние. И я очень надеюсь, что наше с вами общение, вот это вот будет какая-то такая новая небольшая страничка, да, которая откроет, скажем, ну, если не эпоху, то во всяком случае новое время нормального, адекватного, вменяемого общения между нами. Дорогой вы наш самый цитируемый журналист Алексей Венедиктов. Спасибо, Алексей. Спасибо. Джумбулат Умаров, министр национальной политики, внешних связей, печати и информации, был в эфире «Москвы». В июле мы вас ждем, обещали. Спасибо.